Добрый вечер. 11 мая, среда, 804-й день аннексии Крыма. Вы смотрите «Заман». Верховная Рада Украины приняла обращение к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ОБСЕ и всем членам международного сообщества относительно почтения памяти жертв геноцида крымско-татарского народа и осуждения нарушений Российской Федерации прав и свобод крымско-татарского народа. За соответствующее обращение проголосовали 240 народных депутатов. Не поддержали оппозиционный блок, Возрождение и большинство депутатов радикальной партии. В заявлении парламент призывает международное сообщество признать депортацию крымских татар 1944-го геноцидом и приобщиться к чествованию жертв, которое состоится 18 мая. Колеги, прошу вас голосуванням підтримати проєкт постанови за основу і в цілому і затвердити звернення Верховної Ради щодо вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу та засудження порушень Російською Федерацією прав і свобод кримсько-татарського народу. В цій постанові парламент України, Верховна Рада вимагає від Російської Федерації негайно припинити політику, спрямовану на порушення прав людини і свобод громадянина в Криму як невід'ємній частині суверенної території України, зокрема прав кримських татар як корінного народу України. Також ми закликаємо міжнародну спільноту визнати депортацію з Криму кримських татар у 1944 році геноцидом кримсько-татарського народу. Ми зараз з вами є свідками фактично третього геноциду кримських татар. Перший був після того, як їх загарбала Російська імперія в 18 сторіччі. Другим геноцидом був геноцид Сталіна. Третій зараз ми бачимо, коли людей виводять з мечеті, коли людей арештовують кримських татар. І ми повинні всім українським світом їх підтримати. Нині Російська Федерація фактично проводить політику етноциду кримських татар на Кримському півострові. Ми бачимо, що кримських татар витискають з Криму. Ми бачимо шалені репресії, арешти та затримання кримсько-татарських активістів, обшуки в мечетях. Ми розуміємо, що фактично Російська Федерація буде намагатися зробити те саме, що зробив свого часу пан Сталін. Цей тиран кривавий. Вона буде намагатися провести депортацію, але примусову вже не у вагонах, а так звану псевдодобровільну депортацію кримських татар. Вона буде вижимати їх з півострова. І наш обов'язок, як українських депутатів, зробити все для того, щоб міжнародне співтовариство знало про ці плани та допомогло нам їх зупинити. Україна своєю силою, своїм мечем, своїм вогнем спроможеться звільнити і Крим, і кримських татар від нового фашистсько-рашистського іга. 240 за. Закон прийнятий. Прошу по фракціям показати. ФСБ борется с крымскими татарами методами советского КГБ. Такое мнение высказал координатор Крымской контактной группы по правам человека Абдуришид Джеппаров в интервью радио «Крым Реалии». По его мнению, единственное отличие двух структур в том, что в советские времена подобные случаи не придавали огласки и пытались скрыть, а сейчас ФСБ не стесняется. Знаете, там делали, там тоже бывало разное, там это делалось ночью, в основном ночью, если выселяли крымских татар. Как-то старались это все скрывать, но в отличие от Советского Союза, от того режима, нынешний отличается тем, что он ничего не стесняется, не комплексует. Они могут это делать средь бела дня и могут делать в более изощренных формах. То есть я сам тогда рос в Крыму, мне было 9 лет, когда мы сюда приехали в Крым, 69-е и дальше сюда вот годы. Я знаю, что к нам тоже врывались в дом и нас выселяли, но при этом те люди, которые все врывались к нам в дом, в своих грязных сапогах по нашим кроватям и диванам не прыгали. Эти могут забраться на диван и прыгать в своих грязных сапогах. Они могут, скажем, скрутить мужчину в доме и перед его женой, дочерью и внуками таскать его за ворот по полу. Вот, и при этом, когда заканчивают свое дело, и они веселятся и говорят, а ты обратил внимание, как у него глазки забегали от страха? То есть они еще как бы отдыхают по-своему на этих мероприятиях, вот делаете безобразие. Среди задержанных на Херсонщине террористов не было крымских татар. Об этом заявил председатель Генической районной госадминистрации Александр Воробьев. Он пояснил, что слухи об участии крымских татар в недавних терактах – фейк и провокация. 14 апреля в поселке Новоалексеевка произошел теракт, в результате которого 1 человек погиб и 6 получили ранения. В конце апреля в Геническе в оставленном без присмотра автомобиле обнаружили взрывчатку.
В начале недели СБУ задержала членов террористической группировки, дестабилизировавшей ситуацию в регионе. Некоторые политиканы или, не знаю, как их еще назвать, людей, которые распространяют недостоверную информацию, заявившие в первые минуты после совершения террористических актов, что это дело рук крымских татар, на сегодняшний день говорит о том, что эти люди не только ошибались, а и разжигают межнациональную рознь на территории как Херсонщины, Генического района, так и на всей территории Украины. Больше понимая ситуацию дел на Херсонщине и в целом в Украине, мои первые были заявления о том, что это след Российской Федерации. И сегодня Служба безопасности доказывает это в полном объеме. Надеюсь, что следствие доведет до логического конца, и мы с вами узнаем эту правду, хотя она на сегодняшний день очевидна. Аксенов жаловался Путину, что крымчане недовольны российской реальностью. Украинские хакеры сделали достоянием общественности письмо главы российской администрации Крыма. В документе Аксенов просит не сокращать финансирование Крыма, сетуя на рост недовольства и падение оптимизма крымчан. Мы считаем, что даже с учетом всех сложностей по формированию федерального бюджета нашей молодой Российской Республики нельзя сокращать финансовую поддержку, нельзя подрывать веру в материнскую заботу России о российских жителях Крыма. Но в то же время нас беспокоит рост недовольства и падение оптимизма у российских граждан Крыма. По самым оптимистическим оценкам, количество разочарованных жителей полуострова на данный момент составляет не менее 34%, и наблюдается тенденция к их увеличению. Практическое проявление заботы в отношении населения российского Крыма поможет нам преодолеть растущее уныние, неуверенность и страх, которые распространяются среди российских граждан Республики Крым. Это влияние усиливает у жителей Крыма сравнительное мышление между украинским прошлым и российским настоящим, что может повлечь за собой негативное развитие событий. Крымским казакам дали максимальный штраф. Атаманам Илье Большедворову и Сергею Акимову российский суд Симферополя присудил по 20 тысяч рублей штрафа за нарушение закона о проведении массовых мероприятий. 6 мая казаки устроили митинг из-за ликвидации Симферопольского казачьего кадетского корпуса. Тогда нескольких участников задержала полиция. Повторное участие в подобных мероприятиях грозит Большедворову и Акимову уголовным преследованием с возможным заключением под стражу на срок до 4 лет. Героев, да? 4 медали за взятие Крыма. Эти полицейские были при Украине, там еще не понимаешь, герои. Ну, куда сказать? Да, смотрите. Герой Крымской весны, одна медаль, то, что дал сам Путин. Вторая Министерство обороны Российской Федерации. Аксенова медаль, да, которую нам надо выкинуть, если нужна. Нас 6 героев. Пожалуйста, приезжайте. 20 тысяч мы уже штрафы объявили. Не взяли во внимание характеристики, выданные народным ополчением Республики Крым. Есть такая характеристика, где было написано, что за время выполнения своих обязанностей был награжден почетной грамотой, медалями за проявленный героизм и мужество. То же самое не взяли во внимание также за услуги по защите народа Крыма в период февраля по апрель месяц, за смелость перед решения, а также здесь за развитие межнациональных отношений, привлечение молодежи. Вторая характеристика тоже не обратили внимания на это, у меня выдавалось с казачества. И то, что у меня 2 малолетних детей на иждивении, тоже это никому здесь не интересно. 20 тысяч штрафов присудили. Ну а теперь вот думайте, как у нас здесь и что делается. Дарницкий районный суд Киева продлил на 2 месяца арест экс-депутату Севастопольского городского совета Владимиру Галичию, которого обвиняют в государственной измене. Об этом сообщил заместитель прокурора Автономной Республики Крым Петр Коваленко. Также, по его словам, суд вернул дело на доследование в прокуратуру АРК. На это решение прокуратура подала апелляционную жалобу. Прокуратура автономії, не погоджуючись з рішенням Дарницького районного суду про повернення справи щодо обвинуваченого Галича на додаткове опрацювання, внесла апеляцію до апеляційного суду міста Києва. День і час розгляду апеляції на сьогоднішній момент, по суті, не призначено. Його винувачують також у державній зраді.
не тільки в державній зраді, а й умисних дій, які призвели до зміни територіальної цілісності України. Тобто там дві статті – стаття 110 і 111 Кримінального кодексу України. Телеканал АТР разработал атрибутику ко Дню памяти жертв геноцида крымско-татарского народа. Это слеза, на фоне которой горит свеча кипарис, отголоски пламени с двумя трагическими датами, и все это в обрамлении Крымских гор. Свеча горит так же, как горит в сердцах любовь к родной земле. Горящий кипарис символизирует то, как сгорает крымско-татарский народ, его идентичность и свобода под гнетом российской оккупации. Отголоски пламени как знак того, что история трагедии крымских татар должна быть услышана во всем мире. Ну а Крымские горы – это твердость и нерушимость крымско-татарского народа в его желании обрести свободу. Наш телеканал предлагает использовать этот символ на акциях 18 мая и в соцсетях. «Оставить дом, чтобы остаться дома». Такой плакат висит в офисе организатора инициативы «Восток СОС» крымчанки Александры Дворецкой. В марте 14-го она была вынуждена покинуть полуостров, но это не значит, что она отказалась от идеи когда-нибудь вернуться самой и вернуть Крым. Александра Дворецкая принимает поздравления от коллег инициативе «Восток СОС», в создании которой она участвовала, исполнилось 2 года. Помочь переселенцам из Донбасса вещами, подсказать, как оформить документы. Сейчас заботы Александры. Украли все из детской коляски, украли паспорт. А раньше была другая жизнь в Крыму. Тоже активная. Александра работала в правозащитном центре «Действия», защищала права студентов. Когда в Киеве начался Майдан, Александра вышла на Симферопольскую площадь. Сам крымский Евромайдан отличался от событий тех, которые проходили в Киеве, тем, что он был не статичным. Он собирался ежевечерне, каждый вечер в 6 вечера, независимо будний день или выходной день, люди, активисты собирались на центральной площади города Симферополя, на площади Ленина, и стояли с флагами, обсуждали какие-то текущие события, рассказывали людям, проходящим мимо, которым стало интересно о том, почему они сегодня сюда вышли, почему они поддерживают Евромайдан. Все изменилось в феврале 14-го. Активным сторонников Евромайдана жить в Крыму стало опасно. На улицах появились листовки с черной меткой для майдановцев. Где было рассказано, что на наших руках, в частности, на моих руках тоже кровь убитых людей, говорилось о том, что мы предатели Крыма и что мы прошли курсы экстремизма в США. Вначале было не очень страшно. Страшно было уже впоследствии. Позже листовки немножко изменились. Они стали менее красивыми. Они были уже черно-белыми на листочке А4. Но при этом там же появилась надпись «Черная метка». Были призывы, чтобы придите к ней домой, расскажите об этом. И был точный адрес с номером квартиры. Так в марте Александра оказалась в Киеве. Я долго думала, является ли это предательством, то, что мы уехали. И думала, ну вот, что кто-то не побоялся, остался. Там Олег Сенцов остался, он не уезжал оттуда. Саша Кольченко не уезжала, Артем Чигос не уезжал. Вот, видимо, мы оказались немного слабее, с одной стороны. А может, полезно, чтобы кто-то боролся здесь. Александра уверена, что Крым вернется не скоро. Она знает, что ее сын, родившийся уже на материке, никогда не увидит свою прабабушку. Но она также знает, что сдаваться нельзя. Нам надо работать над тем, чтобы, во-первых, убеждать вокруг международное сообщество и тех, кто принимает решения в том, что мы никогда не признаем, не вестись на разные там подобные провокации. Мы отказываемся там, от Крыма, Россия предлагает там, нам в обмен мир на Донбассе или еще что-то. Мне кажется, что нам надо говорить только об одном, что Украина целостная с Донбассом, с Крымом в целом. Роман Спиридонов, Эльдар Тарахташ, Заман, АТР. Накануне выступления Джамалы в полуфинале Евровидения наша журналистка София Абляева поехала в Стокгольм. Сейчас она находится на репетиции шоу и вышла с нами на связь. София, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, тебе слово. Да, действительно, мы находимся сейчас в Стокгольме, в самом большом сферическом сооружении в мире. Это концертный зал Глобен Арена. Именно здесь проходят самые главные события Евровижн 2016. Буквально несколько минут назад на этой сцене пела Джамала. Это представительница Украины,
1944 про депортацию крымско-татарского народа из Крыма в 1944 году. Завтра, 12 мая, здесь, на этой сцене, пройдет второй полуфинал песенного конкурса. 10 мая уже прошел первый полуфинал, определилась уже первая десятка финалистов. Вот вы можете сейчас услышать еще раз песню Джамалы 1944, с которой завтра она выступит на сцене в Стокгольме. Мы находимся здесь, в столице Швеции, следим за событиями. Не перестают съезжаться журналисты, фанаты с разных уголков мира. Мы также будем следить за развитием событий здесь, на месте. Эльдар. Что ж, спасибо, София. До следующих включений. Это была наша журналистка София Абляева из Стокгольма, где проходит репетиция Евровидения 2016. Украинские журналисты, актеры, общественные деятели и представители диаспоры приняли участие в записи видеоприветствия Джамали, которая представит Украину на Евровидении 2016. А завтра, в день выступления Джамалы на конкурсе в Киеве, проведут флешмоб в поддержку певицы. Акция начнется в 11 часов у стен Института международных отношений Университета имени Шевченко. Bizim yüreğimiz ve işancımız senin Jamala. Biz için sen endi galipsin. Sen bizim gururimiz ve biz yakşı bilemiz dünya seni anlar. Джамало, ми бажаємо тобі перемоги. Для нас ти вже переможець. Дякуємо тобі. Все желаем победы. Победа уже есть, потому что такое самобытное, фантастическое, абсолютно фееричное выступление, от которого у всех мурашки по коже, это уже победа. Хочеться побажати тільки перемоги, щоб цю історію почули і не залишились за нею байдужими, адже співатиме голос душі. Джамала, привіт, в тебе особлива місія на цьому Євробаченні, і нехай вона дає тобі наснаги і сили. Ти робиш все для того, щоб ось це море з Малореченського знову було українським. Хай тобі щастить. Я вірю, що ти заспіваєш так, що вся Європа проникнеться тим, що в тебе на душі і що на душі в кожного українця. Крім це Україна. Джан, ничего, вот просто не бойся. Лучше тебя никого нет. Ты это просто знай. Ты создаешь музыкальное пространство, в котором хочется находиться как можно дольше и чаще. Я желаю тебе в момент, когда ты будешь стоять на сцене, вот в этот самый важный момент, самое главное — оставаться только собой, быть в своей музыке и сделать все возможное для того, чтобы у всех, кто будет слушать твою музыку, так же, как и я, как вся наша семья, как Валера, чтобы все они ощутили те самые мурашки, которые являются признаком чего-то божественного, как мне кажется. Мы тебя очень любим, все будет круто. Удачи тебе. Теперь внимание, вот сам. Ты просто расслабься и сделай так, как ты умеешь. И это тоже правильно. Удачи. Удачи, Джан. Джамала, Орел і Решка з тобою, а значить і з тобою весь світ! На этом пока все. После «Заман» «Крымский вопрос». В гостях у Айдера Муждабаева архиепископ Симферопольский и Крымский Климент. Хорошего вечера. Будьте с нами.